Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. Наркотиками можно назвать любые вещества, изменяющие психическое состояние человека. Алкоголь и табак, кстати, тоже вполне соответствуют этим требованиям, но они приняты обществом и разрешены законом во многих странах. Наркомания в современном мире является глобальной проблемой. Психоактивные вещества привлекают людей, которые думают, что зависимость им не грозит. Однако коварство заболевания заключается в том, что пристрастие развивается стремительно. Человек утрачивает контроль над ситуацией и полностью попадает под влияние запрещенных средств. Почему так происходит, где выход, как решить эту проблему, нам вначале расскажет заместитель директора по учебно-методической работе Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения при Министерстве образования Татьяна Сергеевна Алешина. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Здравствуйте. Во-первых, мы не думали, все-таки это пагубное пристрастие затрагивает все слои социума уже, да, и есть даже дети, которые пробовали хотя бы один раз. А почему вот такое происходит? Да, вы правы, действительно, есть эпизодические употребления нашими обучающимися различных психоактивных веществ. Мы констатируем это и можем сказать, что есть подростки, которые начинают употреблять различные психоактивные вещества, в том числе пробуя, экспериментируя в ходе взросления. То есть подростковый период — это период перестройки, гормональной перестройки, и подросток начинает апробировать что-то новое для себя. И, конечно же, если есть компания, которая подталкивает и одобряет употребление различных запрещенных веществ, то подросток подвержен влиянию данной компании, начинает употреблять, пробовать. То есть не употреблять, а пробовать, да, экспериментировать. И уже от личности этого подростка будет зависеть, продолжит ли он, либо остановится. А почему вообще, почему как-то зависимость происходит вот это? Если мы говорим о детях, то мы должны понимать, что вообще до 18 лет организм формируется, в том числе и психика. А психоактивные вещества, вот как вы сказали, они изменяют сознание. То есть ребенок, неокрепшая психика, неокрепший организм, он больше поддается влиянию различных токсических веществ. И если мы говорим о зависимости, то здесь мы можем сказать так, что детская неокрепшая психика очень быстро схватывает вот этот вот повторяющийся эпизод. То есть почему люди курят, почему люди употребляют алкоголь, почему люди употребляют различные наркотические средства, это то, что заставляет человека повторять этот эпизод. То есть формируется не только физическая зависимость, да, когда происходят какие-то изменения в теле, да, но происходит, что нас очень пугает, именно психологическая зависимость. Вот здесь, конечно, с детьми, с подростками работать сложнее, потому что, во-первых, мы сталкиваемся с двумя проблемами. Да, избежать психологической зависимости, излечить его и как-то облегчить его состояние, да, и все-таки переломить вот этот момент по тягу к продолжению. Мы всегда говорим, что все зависит от семьи, да, все происходит исходит из семьи. Есть какая-нибудь статистика сейчас? Можем говорить, в каких семьях бывают такие случаи? Да, негласная статистика есть, но официально сказать мы, например, не можем, что больше детей, которые подвержены употреблению психоактивных веществ, допустим, в семьях с невысоким доходом, да, хотя такой же процент, наверное, есть и в семьях, у которых материальное положение достаточно высокое. Поэтому, знаете, здесь сказать, что дети из малообеспеченных семей подвержены больше, мы не можем, потому что это такая проблема, которая касается всех слоев населения, вне зависимости от материального достатка, вне зависимости от количества проживающих, да, в семье, и не зависит от места проживания. То есть городские и сельские дети у нас находятся в определенной зоне риска.
А как можно вот выявить, что ребенок начинает употреблять или что, ну, первый случай? Вообще как это можно? Но вообще в образовательной среде работает достаточно большое количество нормативных актов, которые регламентируют как раз-таки работу и классного руководителя, и учителей-предметников, и администрации школы по профилактике именно употребления. Да. Пропаганда здорового образа жизни сейчас в каждой школе стоит на первом месте. Ну и из последних действующих методик я хотела бы отметить социально-психологическое тестирование. Это именно тот инструментарий, который сейчас введен на всей территории Российской Федерации, во всех регионах, и все школы тестируются по одной методике. И как раз-таки эта методика позволяет выявить рискогенность условий, в которых проживает ребенок. То есть, понимаете, здесь межведомственный подход. То есть не только школа, но и, допустим, МВД, здравоохранение, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. То есть мы все в комплексе должны оказать помощь тому ребенку, который сам оценил свои условия проживания как рискогенные. И, конечно же, здесь ведущую скрипку ведет педагог-психолог, социальный педагог, ну, в частности, образование. Да? Вот именно эта методика позволяет нам сказать, что ну, на сегодняшний день Республика Саха-Якутия находится, ну, скажем так, не в числе регионов с высоким уровнем тревожности по употреблению. Но есть некий рост, и мы должны с этим бороться. Давайте внимание на экран, сейчас мы посмотрим видеосюжет. В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на охрану здоровья. Охрана здоровья населения является обязанностью всех государственных органов, предприятий, учреждений и организаций. Государством поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека. В статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях России говорится о том, что потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Таким образом, сотрудники правоохранительных органов имеют законные основания для задержания лица, находящегося в состоянии наркотического опьянения, и направления его на медицинское освидетельствование. Если врачи подтвердят, что в организме у человека находится наркотическое вещество, его привлекут к административной ответственности. Причем, согласно закону, если наркоман соглашается пройти курс лечения от наркомании, он освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей по части 2 статьи 20.20 налагается за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также и в других общественных местах. Стоит помнить, что административная ответственность наступает с 16 лет. Поскольку за несовершеннолетнего несут ответственность его родители, то нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо потребление, распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 рублей. Административная ответственность установлена также за незаконное потребление, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков без цели сбыта, то есть для собственного употребления. Есть у меня данные Якутского городского суда. Да? Вот в прошлом году рассмотрено 184 дела в отношении 207 лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Осуждено к реальному лишению свободы 102 лица. Вот. А сейчас вообще вы какую работу ведете в этой сфере? Ну, непосредственно наш центр является региональным оператором как раз-таки по, ну, скажем, выстраиванию системы работы школ, профессиональных образовательных организаций по теме вот именно профилактической работы употребления психоактивных веществ несовершеннолетними. Но, естественно, это в первую очередь обучающие семинары для педагогов. Кто, как не педагог, должен заметить первые изменения в ребенке, потому что если мы говорим о такой проблеме, как употребление психоактивных веществ, визуальные признаки у нас всегда впереди.
То есть изменение ребенка, его внешнего вида, успеваемость снижается. То есть это все замечает прежде всего работник образовательной организации. Ну да, и ребенок все же больше время проходит В школе. да. Да, к сожалению, вот наши родители сейчас несколько отстранены от своих детей, поэтому первые сигналы мы получаем от наших педагогов. Это вот первое звено, с кем мы работаем. Второй момент — это, конечно же, работа с детьми. Да, то есть мы проводим тренинги на уверенное поведение, то есть чтобы дети могли сказать «нет» в нужной ситуации, на любые соблазны. Да. Это индивидуальные консультации, это различные арт-технологии, то есть это арт-терапия. И, естественно, третья группа, которая очень весомая, да, группа, это наши родители. То есть это родительские всеобучие, работа, да? это различные практикумы, и это, знаете, информационная работа. Это сайты учреждений, это телеграм-каналы, это различные мессенджеры, где родительские. Да, и вот очень хочется сказать нашим родителям, да, кто у нас сейчас смотрит, чтобы доверительные отношения с детьми налаживали, потому что никто иной, как родитель, никогда больше помощи не сможет оказать своему ребенку, чем учитель, психолог или иной специалист сферы. Ну, самый близкий человек. Конечно, поэтому... А в чем же все-таки причина вот наркомании? Вообще? Ну, знаете, причин на сегодняшний день достаточно большое количество, но я хотела бы выделить несколько. Ну, во-первых, это первое — употребление психоактивных веществ в ближайшем окружении подростка. Да? Это некая пропаганда такого поведения в сериалах, в каких-то группах музыкальных, да, то есть это вот, ну, некая мода в СМИ, которая, ну, к сожалению, пропагандируется. Это конфликты в семье, это влияние сверстников и, конечно, это уход от трудностей, которые встают у нас как раз-таки в подростковом периоде. И нашему подростку кажется, что если он начнет употреблять что-то, он тем самым облегчит себе какие-то трудные жизненные ситуации. Вот основные, это вот я бы выделила такие причины. А ваш центр, вот как часто вообще родители и сами дети вот приходят, обращаются? Вы знаете, обращаемость очень высокая, и очень хочется сказать, что вот мы констатируем такое в последние годы. Родитель перестал бояться обращаться к психологу. Это очень похвально, это действительно очень хорошо, потому что лучше услышать и поделиться со специалистом, нежели, ну, скажем так, в кругу подруг, семье, да, которые, имея и жизненный опыт, ну, допустим, не зная психологию подростка, могут посоветовать, ну, не совсем правильный, да, какой-то вариант. Поэтому, конечно, мы принимаем ежедневно, но вот именно по употреблению, конечно, обращаются и родители, и сами дети, да, что сталкиваются с трудностью, что сталкиваются с давлением сверстников. Ну, мы сопровождаем таких семей, не только подросток, тут нужна работа с родителями в том числе. А и все-таки куда подойти или как позвонить, или ну, как найти я могу вас? сказать, что мы очень удобно располагаемся в центре города. Мы находимся по адресу улица Ломоносова, 35, коттедж 5. Записаться можно по телефону 507-110. И в удобное для вас время мы подберем такое расписание, чтобы можно было подойти, если ребенок учится в первой половине дня, во второй половине и наоборот. То есть, в принципе, наши педагоги-психологи очень квалифицированы, достаточно опыт работы у них обширный, и в том числе вот с деструктивными формами поведения. Спасибо. По информации Якутского наркологического диспансера, в целом в республике ситуация с наркотиками выглядит относительно благополучно. Заболеваемость в 2,5 раза меньше, чем в России и на Дальнем Востоке. На диспансерном учете по Якутии с диагнозом наркомания состоит 401 больной. Среди них несовершеннолетних лиц нет. Стационарное лечение за прошлый год получили 130 человек. За год с учета снято 11 больных с выздоровлением, ну, с длительной ремиссией. По данным, опять же, диспансера, большинство случаев заболеваемости приходится на возраст от 18 до 30 лет. Потребляют больше всего каннабиноидов, действующих веществ марихуаны, из коноплевых растений.
Также отмечается смешанная форма зависимости, потребление нескольких видов психоактивных веществ, в том числе алкоголя. Женщины в основном употребляют наркотики, соли, а мужчины зависят от конопли. Если посмотреть средний портрет наркомана, то, как показывает статистика, если мужчины трудоустроены, то женщины, к сожалению, не работают. Образование в основном у всех среднеспециальное и не состоят в браке. С утратой умственных способностей теряются профессиональные навыки и умения. Поэтому наркоман не может заработать законным путем. И ему приходится воровать, в том числе и у своей семьи, грабить или даже убивать, чтобы достать денег на очередную порцию желанной продукции. За прошлый год органами внутренних дел республики выявлено 483 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе тяжких и особо тяжких 351, связанных со сбытом 250, совершенных в крупном и особо крупном размерах 219. Для снижения спроса на наркотики используются административные меры воздействия на наркопотребителей. Итого за год составлено 543 протокола об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков. По результатам рассмотрения 317 протоколов об административных правонарушениях более половины правонарушителей по ходатайству органов внутренних дел по решению суда обязаны пройти диагностику, профилактические мероприятия, курсы лечения и реабилитации. Итак, мы продолжаем нашу программу, и у нас в студии заместитель начальника уголовной исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказания России по республике Татьяна Пахомова и начальник психологической службы Управления Федеральной службы исполнения наказания России по республике Ирина Антонова. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у меня вот первый вопрос о особенности организации психологической службы вашей инспекции. Ну, что касается психологической службы уголовно-исполнительной системы, она состоит у нас из структурных подразделений и должностей психологов. Что касается нашего территориального органа, должностей психологов у нас по штату 20. Направление нашей деятельности – это организация и осуществление психологического сопровождения как подозреваемых, обвиняемых, осужденных, так и личного состава. Основной целью нашей службы является повышение эффективности исполнения наказаний посредством современных достижений науки и практики психологической науки. Приоритетными задачами это, конечно, является гуманизация условий содержания, постановка психологического диагноза, выработка рекомендаций для индивидуализации наказаний, возвращение в общество законопослушных граждан, оказание им психологической помощи, профилактика конфликтов, суицидов, ну и деструктивных проявлений. Насколько я понимаю, и у вас есть осужденные, которые проходят сроки, да, в колониях, и есть осужденные без изоляции от общества. Функции по контролю за осужденными без изоляции от общества возложены на уголовно-исполнительной инспекции. А сколько вот сегодня состоят на учете вот такие осужденные, которые без изоляции от общества? В течение 2022 года по учетам инспекции прошло более 700 осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и иных психоактивных веществ. Из них где-то порядка 270 осужденных имеют судом возложенные обязанности по прохождению курса лечения от наркотической зависимости. Но все-таки у вас работа, скажем так, намного сложнее же, чем с детьми, да? Или вы с подростками тоже там работаете, если бывают такие случаи? Несовершеннолетние осужденные бывает, что у нас проходит по учету. В течение 2022 года около 12 несовершеннолетних осужденных у нас были осуждены за преступления против наркотической направленности. А в чем сложность вообще работы с осужденными? Бывают какие-то проблемы? И как вообще проходит работа с ними, проводится? Комплексная реабилитация и ресоциализация осужденных без изоляции от общества наиболее эффективна, если происходит эффективное межведомственное взаимодействие между заинтересованными службами. Так, с 2016 года на территории республики действует трехстороннее соглашение между Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха-Якутия и Министерством внутренних дел Республики Саха-Якутия
и республиканским наркологическим диспансером. В рамках данного соглашения оказывается эффективная помощь осужденным без изоляции от общества именно по лечению от наркотической зависимости. То есть осужденный там же проходит лечение у вас, да, получается? Да, лечение проходит. Действия с наркотиками в значительном, крупном или особо крупном размере, а также все действия, связанные со сбытом наркотиков, независимо от их размера, попадают под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. Размеры устанавливаются правительством России. Статья 228 УК РФ устанавливает ответственность только для потребителей наркотиков, приобретающих наркотические вещества в значительном размере без цели сбыта, то есть для собственного употребления. Согласно части 1 статьи 228, незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотиков в значительном размере наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Часть 2 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года, либо без такового. Часть 3 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет, либо без такового за те же деяния, совершенные в особо крупном размере. Причем лицо, совершившее преступление, предусмотренное этой статьей, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не признается добровольной сдачей наркотиков, изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. Тем не менее, как бы ни отвечал закон на вопрос об ответственности за употребление наркотиков, все-таки основное в жизни человека не вид и размер назначенного ему судом наказания. Самое страшное преступление, которое совершает лицо, употребляющее наркотики, это преступление против своего собственного здоровья, являющегося главной ценностью жизни. Ирина Владимировна, как ваши психологи работают с заключенными, которые проходят сейчас, отбывают наказание в наших колониях, да, с наркотической зависимостью? Работаем мы на основе ведомственной программы, которая рекомендована в СИН. Программа называется «По реабилитации лиц, имеющих наркотическую алкогольную зависимость». Целевой группой данной программы являются подозреваемые, обвиняемые, осужденные, которые имеют наркотическую либо алкогольную зависимость, которые находятся в вынужденной ремиссии, либо эпизодически употреблявшие алкогольные вещества, либо наркотические, которые мотивированы для работы в этой программе и не имеющих психических заболеваний. Работа по данной программе она начинается с следственного изолятора. Лица, которые поступают в изолятор, они изучаются психологической службой, медицинскими работниками, воспитателями, социальными работниками по выявлению у них наркотической и алкогольной зависимости. Для подтверждения зависимости направляются запросы в медицинские учреждения нашей республики. А так за 2022 год направлено более 700 запросов. Также данным лицам разъясняются цели, задачи данной программы, берутся у них согласия об участии уже в исправительных учреждениях. Данные согласия приобщаются к материалам личного дела. Соглашаются, да, сами? Они соглашаются. 100% прибывших осужденных, именно у которых выявлена склонность к зависимостям, они соглашаются участвовать в данной программе. Уже в исправительных учреждениях создаются социально-психологические отряды. С ними работают психологи, воспитательные службы, социальные работники, оперативно-режимные службы и представители религиозных конфессий. Так, с начала реализации данной программы в ней приняли участие более 300 осужденных.
Проведены психологические мероприятия, то есть с ними проводятся тренинги, психокоррекционные мероприятия, мотивационные интервью, ну и многое другое. То есть все эти мероприятия направлены на выявление степени зависимости, адаптации их к условиям изоляции и вообще мотивирование осужденных к отказу, к добровольному отказу от употребления наркотиков и алкоголя. По окончанию курса даже осужденным вручаются свидетельства, они вручаются в торжественной форме об успешном окончании курса. Осужденные по окончанию, у них идет положительная динамика в поведении, они у нас все трудоустроены. У которых нет рабочей профессии, значит, они поступают в профессиональные училища при исправительных учреждениях для получения рабочей специальности. То есть все эти положительные аспекты говорят о том, что у осужденных выработались установки к законопослушному поведению, изменились ценностные установки, направленность личности. То есть они готовы работать над собой для полного отказа, для полного вылечивания от зависимости. А вообще есть какие-нибудь сейчас результаты? Можете о них говорить? Или бывают ли рецидивы? Да, все-таки это сложный же диагноз. Результаты я могу вам рассказать про осужденного, назовем его Н. Осужденный проживал в благополучной семье, родители соблюдали здоровый образ жизни, он был старшим ребенком из 4 детей, успешно учился в школе, мечтал стать милиционером. Ну, как-то получилось так, что он попробовал наркотики, попробовал его с другом, который уже употреблял наркотики, ну и в дальнейшем начал эпизодически употреблять. Тут случилась кризисная ситуация, расставание с любимой и душевную боль. То есть он решил заглушить наркотиками. И здесь захотел добыть легких денег, стал закладывать наркотики, стал наркокурьером. Ну и, естественно, попался, его осудили, и он попал в наше учреждение. Здесь он прошел курс по данной программе реабилитации. Трудоустроился, стал заниматься спортом, поступил в высшее учебное заведение, будучи в колонии. То есть у него большие планы на будущее, на счастливую жизнь, но уже без наркотиков. Как вообще вот после освобождения осужденные вот с наркотической зависимостью, они повторяют свою судьбу или вообще как бы вылечиваются, не возвращаются? Мы также взаимодействуем с реабилитационным центром, который у нас находится на территории Якутии, с обществами, это «Алмаз», «Общее дело», «Линия жизни», которые занимаются именно с людьми, которые имеют наркотическую зависимость. При освобождении осужденным даются памятные листки, куда они могут в дальнейшем обратиться, где им могут оказать помощь в дальнейшей реабилитации. И рецидивов, вот именно возвращения к наркотикам я вам не могу сказать, но осужденные, которые прошли курс реабилитации, повторно в наше учреждение не возвращались. Наша передача подошла к концу. Я благодарю всех участников и хочу подчеркнуть, что наркомания разрушает все на своем пути. Люди теряют работу, семью, совершают асоциальные и противоправные действия, постепенно интеллектуально деградируют. Наркомания – путь в один конец, и нужно с него свернуть, пока не стало слишком поздно. А еще лучше никогда на него не вступать. Лучше найти себе такие влечения, которые будут вас развивать и делать сильными личностями, а не заберут вашу жизнь. Берегите себя. До свидания.